Современный мир диктует свои правила в сфере образования. Старые подходы к обучению уступают место новым и инновационным. Технологический прогресс становится частью учебного процесса. STEM – это современная образовательная модель на стыке разных дисциплин, которую активно применяют в развитых странах. И ключевая его характеристика – междисциплинарность. STEM-образование – не просто изучение биологии, физики и математики в рамках учебной программы, а соединение их в целое. Подобный подход к преподаванию, объединяющий научную, техническую и инженерную составляющую, превращают обучение в единый увлекательный процесс. У нас сегодня проходит здесь такое официальное открытие нашей такой лаборатории. Мы его называем АЦАРА-центр. Это такой центр межпредметный, где преподаются, мы надеемся, что он будет использоваться для преподавания точных наук. Мы все, наверное, знаем, что сегодняшний образовательный процесс, он построен на таком межпредметном формировании. Дети работают вместе, и очень часто, зачастую происходит то, что дети формируют свое понимание в процессе экспериментов, то есть они применяют какие-то навыки, знания, которые они получили в классе. И мы очень надеемся, что этот центр станет таким местом, где дети будут иметь возможность опробировать все те теоретические знания, которые они получают в школах. Ремонт и техническое оснащение образовательных центров были осуществлены ЮНИСЕФ в рамках программы ООН по улучшению среднего профессионального образования. Мы в рамках нашей целевой программы планируем открыть медицинский класс в первой школе. Это будет продолжением таким логичным STEM-лаборатории, потому что медицинская наука, да, она тоже межпредметная, да, междисциплинарная. Это и химия, и физика, и биология, анатомия. Поэтому знания, полученные здесь, они пригодятся и в медицинском классе в том числе. Класс самый современный, я надеюсь, что наше молодое поколение это оценит должным образом. И, как я уже сказал выше, мы приглашаем детей всех районов, и особенно города Сухум. Уже, была идея приглашать детей из лицея-интерната Сухумского, чтобы они приезжали, проводили тут свои лабораторные работы, да, в соответствии с графиком школы. Будем искать окна, чтобы другие дети тоже могли приезжать. Мы, ориентируясь на современные подходы и на ресурсы, которые у нас были, выделили вот эти 3 школы. У нас здесь, получается, Сухумская первая школа городская, у нас в Ачамчирах 2-я школа и в городе Гал 1-я школа. И мы в течение следующих 2 недель там тоже откроем такие же центры. Параллельно с ними у нас 10 школ, которые приняли участие в конкурсе, который проводили мы совместно с Министерством просвещения. Были выделены такие активные школы, учителя из этих школ, они получили такое же оборудование. В образовательном центре 2 пространства: аудиторного типа комната, в которой ученики смогут свободно общаться и обучаться, и классное помещение, в котором есть все необходимое для применения теоретических знаний на практике и, конечно же, познания нового. Инвентарь, необходимый для лабораторных исследований, наборы реактивов для проведения опытов по химии, микроскопы, комплекты для проведения лабораторных работ по физике. Мы также постарались помимо техники сюда предоставить, здесь будет доступ к хорошему широкополосному качественному интернету, который будет бесплатно, система, провайдер предоставляет эту возможность. У нас 3 таких направления, мы тоже работали с экспертами, чтобы выделить базовое необходимое оборудование, кстати, было специально под нас заказано. Это по физике, это такой механический электрический стол, который дает возможность опробировать и проводить эксперименты, связанные с физикой, с различными направлениями, механикой, электроэнергией. Параллельно у нас по химии, биологии большое количество материала присутствует. Мы кое-что еще заказали касаемо скелеты, допустим, часть для преподавания более интерактивной версии анатомии. Также есть программное обеспечение, лицензию на которую мы купили несколько лет тому назад, которое тоже здесь присутствует. Это 3D-модели, которые можно будет проецировать на экран. И, как вы видите, здесь реактивы. У нас даже в некоторых школах, которые оборудованы, очень часто реактивов не хватает. Мы тоже постарались предоставить все это необходимое, микроскопы и другое оборудование. Также преподаватели дисциплин естественно-математического цикла школ-участниц проекта прошли обучающие семинары по методике преподавания предметов на основе STEM-подхода. Рустам Анджбат рассказал, что на данный момент ведутся переговоры со STEM-лабораторией о возможности проведения бесплатных курсов в новом центре. Аналогичные образовательные центры будут открыты в Галской и Ачамчирской школах в ближайшее время. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.